Героизм людей, задействованных на военно-полевом строительстве. В Чебоксарах презентовали книгу «Подвиг тружеников Чувашии. Строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей». Архивные источники всесторонне раскрывают историю массового трудового подвига жителей республики. Военному лихолетию посвящается и постановка Чувашского драматического театра «Счастье горькое». Премьера прошла при полном аншлаге. Взятый за основу рассказ Юлии Николаевой на сцене разворачивается в драму. В театре поставили эксперимент. Впервые главный герой произносит больше половины текста. Его воспоминания оживают, превращаются в действо. Труппа с интересом работала над подстановкой, ведь тема Великой Отечественной войны близка каждому. Мой отец в 1941 году в октябре уже без вести пропал, собственно говоря, погиб. Мама моя участница рычи окопов на Сурском рубеже в Алатырском районе Ивакино. Там воспаление легких получила, всю жизнь она болела, конечно, последствия. Поэтому и я, и мои коллеги в театре не могли остаться в стороне. Это наш долг, священный долг, чтобы помнить. Автор инсценировки Сергей Павлов. Он же и сыграл главного персонажа, солдата, прошедшего войну. Это, рассказывает актер, потребовало серьезной подготовки. Другое поколение. Мы не знаем, что такая война, что такое, что они пережили, что они прошли. Пришлось очень много мне читать, изучать, спрашивать у ветеранов, у детей ветеранов. Очень много смотрел я кино, военную тематику, бесконечно смотрел, потому что прежде чем создать этот образ... Спектакль получился проникновенным, постучался в сердце каждого зрителя. О тяготах войны можно говорить бесконечно. Ее новое прочтение заставляет еще раз переосмыслить величие подвига нашего народа. Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена. Германия полностью разгромлена. Лидия Галактионова, Марина Корягина, Владимир Синдеев. Вести Чувашия.